Добрый вечер, мои друзья, будущие коллеги. Мне очень приятно с вами пообщаться, познакомиться. Я буквально в нескольких словах расскажу вам, кто я есть такой. Я Дворецкий Александр Порфирьевич, живу и работаю в Сочи, потомок одних из первых поселенцев города Сочи, в шестом поколении уже. То есть всю эту эволюцию, скажем так, экологической системы наблюдаю на протяжении многих лет. Хочу рассказать об орнитологии. Вы знаете, что это наука о птицах. Наука очень интересная, очень мало людей занимается этой наукой. Такая специальность не очень распространенная, но один раз прикоснувшись к ней, влюбившись в нее, можно потом всю жизнь заниматься только орнитологией. Так сложилось, что помимо занятий орнитологией мне пришлось работать еще в плане помощи нашим пернатым, не только пернатым птицам, и животным в том числе, и пресмыкающимся. Была написана вот монография у меня, опыт ветеринарии, применением, значит, это опыт наблюдения 15-летний над животными. И, скажем так, ситуация на побережье, на нашем Черноморском, в орнитологическом плане достаточно сложная. Вы знаете, что у нас пролет птиц идет из Европы, с тех громадных территорий, идет вдоль берега моря. С одной стороны берег моря, с другой стороны горы. То есть узкий коридор, по которому летят птицы на зимовку в Африку, то есть в теплые края, и обратно весной возвращаются обратно по этому же пути. Коридор очень узкий, и человек, в общем-то, не самым благоприятным образом влияет на численность птиц, на их видовой состав. Вот Олимпиада, которая была проведена у нас в Сочи, она затронула, помимо Красной Поляны, затронула еще и Меретинскую низменность. А Меретинская низменность у нас была ключевой орнитологической территорией все время. Она имела статус международный. То есть, по большому счету, как орнитолог, я предполагаю, что эту территорию трогать было вообще нельзя. Там были болота, самые северные колхидские болота, на которых останавливались птицы на пролете. То есть даже не покушать, не покормиться, просто отдохнуть, пересидеть. Сейчас ее полностью почти застроили, но мы успели сделать там орнитологический парк. 300 гектаров он занимает, ну, кластерно, то есть кусками, потому что везде вклинивались объекты не только, скажем так, спортивные, но объекты инфраструктуры. Удалось сохранить только 4-й кластер, там около 25 гектаров, который нетронутая природа, именно там, где находятся болота. В этих местах летели не только краснокнижные виды птиц, не только уникальные совершенно птицы жили там и гнездились. Но там произрастали очень интересные растения. Там рос древовидный папоротник, вы, наверное, слышали, Асмунда регалис, это по несколько метров высотой папоротник. Сейчас у нас этого папоротника там не осталось. Ну, к счастью, где-то в ботанических садах Европы он еще сохранился, его вывозили из этих мест, вывозили туда, и там он где-то сохранился. Но я себе тоже один маленький корешок выкопал, посадил в тайном месте. Вот у меня малюсенький корешок есть этого папоротника. Вот. Крупные птицы, конечно, перестали там останавливаться, но есть такая генетическая память у птиц, поэтому эти птицы каждую весну, каждую осень там пролетают, останавливаются на несколько минут буквально, потом взлетают. Это и пеликаны, и серый журавль, и гуси, и белолобый гусь, и серый гусь. Вот совсем недавно мне пришлось лечить журавля серого, который поломал ногу, тоже в тех же краях. Вот. Поэтому выход у этих птиц только один. Одно спасение. Как вы думаете, где им нужно остановиться? В каком месте? Если там уже нельзя. В Абхазии.
больше негде. Потому что Псоу, граница Абхазии, вот та сторона от Псоу до, скажем так, Гагры, Виктор Ильич Маланзия, мной очень уважаемый профессор, орнитолог, он мечтал сделать там особо охраняемую природную территорию. Вот, может быть, кто-нибудь из вас возьмется за это благородное дело, доведет его до конца и сделает там тоже какую-то территорию, которая могла бы дать возможность этим птицам просто выжить. Потому что нет возможности остановиться где-то на одной территории. Птицы ищут где-то рядом территории, где можно остановиться, и где бы их меньше всего пугали. Но эта территория, скажем, достаточно хорошо застелена людьми и тоже является, в общем-то, для них, скажем так, немножко не очень удобной. Поэтому хотелось бы там сделать особо охраняемую природную территорию, где запрещена была полностью охота. Вот, потому что, страна, которая пережила такую страшную войну, прекрасно знает, что такое милосердие. Нужно сохранить этих птиц. Не только к людям относиться милосердно, но относиться милосердно еще и ко всем остальным животным, которые обитают на этой земле. А псны – страна души. А душа в людях, в природе, и в животных, в экологии. Когда люди относятся по-доброму к животным, они не будут зло относиться к людям. Воспитывать нужно с маленьких деток любовь к своей родине, к своему народу, к своей природе. У нас довольно часто проходят, не так часто, но каждый год проходят у нас конференции совместно с абхазской стороной. Мы проводим их под девизом «Две страны, одно море». Вот очень часто приезжают на территории России, и на территории Абхазии приезжают ребятки, собираются со всей страны, и там, и с этой стороны, делают доклады очень интересные. Вот, просто, знаете, вот до сих пор помню, позапрошлом году девочка делала доклад по рапану. Просто настоящий научный труд. Разобрала полностью по косточкам, как этот интродуцент попал к нам на днищах кораблей, какой вред нанес нашим запасам мидии, нашей экологии. Великолепный труд. Поэтому все это нужно начинать с маленьких малышей, рассказывать, показывать им. Но ваша задача тоже состоит, наверное, в том, чтобы нести эти знания к людям. Поэтому это очень благородная, хорошая миссия. То, что когда переезжаю через границу и вижу берег моря в Абхазии, у меня сердце просто радуется. Никаких бун, открытое пространство, великолепные эвкалипты, чудесное море ласковое. У вас чудеснейший край. Надо его сохранить. Я надеюсь, что у вас хватит на это сил. Тем более, что сейчас у вас и возможности такие есть. Очень хорошо поднялась страна после всех этих катаклизмов. Я смотрю, что очень большие изменения в плане обустройства города. И не только Сухума, но и остальных городов. Вижу, что люди начинают внимательнее относиться к природе. Ну вот, пропагандировать бережное отношение к природе в среде охотников, потому что оружия осталось в стране много, и весной уничтожать птичек, которые летят на гнездование, это, как-то, скажем, каждое существо живое имеет право на жизнь. Зимой вроде как на побережье Черного моря была массовая гибель поганок. С чем это было связано? Отличный вопрос, великолепный. Это не только у вас. Дело в том, что я же говорю, что занимаюсь я лечением птиц, и как где-то что-то начинает гибнуть, вся информация, все эти птички приходят ко мне. То есть это началось не зимой, это началось осенью. И началось от Джубги, от Азова почти.
Были теории, что это там какой-то корабль турецкий вез какое-то вещество, которое попало в воду, при соприкосновении с водой выделяет ядовитый газ. Полная ерунда. Как орнитолог, он как биолог с правом преподавания химии, а жена у меня еще и химик, чисто химик, то, что вез этот пароход, никаким образом не могло повредить, сделать такую вот катастрофу. А катастрофа была действительно очень серьезная, потому что это пятно, оно мигрировало по берегу моря до Псово, потом перешло на Абхазию. И погибали не только чомги, погибали и бакланы, погибала и серощекая поганка, и даже рыба. Причем рыба такая, как вот морская лиса, глубоководная рыба, несколько экземпляров я находил на берегу. А вообще, значит, у нас в среде наших чиновников бытовало мнение, что это нормально все. Это сезонные какие-то там изменения, голодовка там случилась, где-то кто-то рыбы стало меньше. Ребята, это случается каждый год. 5-10 птичек, но не сотни. За полчаса мы собрали 4 мешка, 4 сотни мертвых поганок. Представляете, что это такое? Ну, не буду ставить, скажем так, оценки, кто это и что. Не нашли виноватых до сих пор. По моему мнению, это просто был выброс какой-то чего-то ядовитого. Возможно, это даже было не в нашей стране, со стороны Украины. Потому что все двигалось с той стороны. Это именно пятном двигалось. Потому что оно ушло в Абхазию, потом развернулось, опять протянулось по нашим берегам все это. Какая-то такая вот, насколько она будет, какой период распада у этого вещества, я сказать не могу, потому что само вещество было не определено. Сульфиды, которые были превышены в морской воде в это время, это поверхностно-активные вещества и удобрения. Но они не могли сделать такой гадости. Это чересчур. И они достаточно быстро разлагаются. Вот у меня к вам два вопроса. Первый вопрос. Назовите виды птиц, которые вот прилетают на Черноморское побережье. Это первый. И второй вопрос. Вот когда заселялся, когда строилась вот эта вся деревня в Сочи, да, олимпийская, мы все очень переживали, потому что видели, как меняется ландшафт, как меняется энергетика этих мест. И ну, мы видим это все со стороны. А вы, как сочинец, все-таки скажите нам, насколько вот, сильно пострадала экология? Вы знаете, мне как сочинцу, коренному сочинцу, просто сердце болит, когда я смотрю на это безобразие. Это если честно сказать, не кривя душой. То, что касается видов птиц, у нас достаточно мало птиц, которые гнездятся на территории Меретинской низменности, в предгорьях. Некоторые воробьины, там совсем немного птиц. Но на пролете летит просто колоссальное количество как видов, так и количество этих видов. Обычно у нас каждая 5-6 зима была катастрофическая в городе. То есть наступало похолодание где-то резко, до минуса там, вот у вас минус бывает только ночью, наверное, 1-2 дня в году. А у нас там по неделе могло держаться температура где-то -5, -8, вот, которая сопровождалась обильными снегопадами. То есть все эти птички, которые на предгорьях летают, они спускались к морю сюда, в более кормовые места. Сейчас, в данное время, у орнитологического парка на Метинской низменности есть, это природный орнитологический парк, есть одна из задач, помимо мониторинга, есть задача подкормки в эти зимы, подкормки этих птиц. Это, в общем-то, с одной стороны, спасает, конечно, достаточно большое количество, потому что невозможно найти среди домов на асфальте, невозможно найти столько корма, сколько было раньше, когда это были великолепные дикие угодья, заросли, болота. У нас ведь все побережье было, в принципе, болотом. У нас и курортный городок, который стоит, это были болота, а там до сих пор гуси останавливаются, летят, садятся на газоны, потом поднимаются и улетают. То, что касается таких редких видов птиц, как я уже называл,
и пеликаны, и журавли, это все краснокнижные виды, и их, скажем так, охрана, сохранение этих видов зависит только от человека. Вот, в частности, совсем недавно, ну как недавно, месяца 2 назад, мне позвонили из Абхазии и попросили забрать сапсана с подбитым крылом. Вот. Вот можете представить, как через границу перевести краснокнижную птицу? Невозможно. Это достояние Абхазии. Если он сюда прилетел и здесь остался, это достояние Абхазии. Перевести его невозможно. А как помощь оказать? Вот Астанда мне позвонила, пришлось Виктора Ильича поднимать, беспокоить. И вот где-то он у вас там, не знаю, жив? Жив, да? Ой, замечательно, замечательно. Я вам покажу, у меня фотографии есть этого сапсанчика. Я очень рад, что он жив, ну, потому что обычно остеосинтеза сделали, операцию ему или нет? Крыла нет, и там Ампутация, ну понятно. Ну, во всяком случае, жив. Ну вот, как он получил это ранение? Ну, огнестрел. Надо пропагандировать среди, особенно молодежи, мальчишки, которые там по 15, по 16 лет, которые будут стрелять во все, что движется. Это неправильно. Нужно беречь свою природу. Потому что кое-кто их бережет, все силы прикладывает, а кто-то, не думая, стрельнул и все. Нельзя так делать. Нужно все это беречь. Это все достояние вашей страны, великолепнейшей страны. Я не знаю, есть ли в мире еще лучше, честно. Я был и в Сингапуре, на Бали, там, ну, везде поездил, но лучше Абхазии сложно найти природу. Там все прилизано уже такое, тут естественно все. Все живое, все трепещет прям. Так сохраните эту душу в этой природе. Летят птицы, а лететь, посадиться негде. Только в Абхазии можно посидеть, и да, тут пресс охотничий. Тут тоже есть свои нюансы, скажем так. И лететь им некуда. И очень часто эти птицы просто погибают. Это птицы даже не наши. Птицы изо всей Европы. Понимаете? То есть, насколько это плохо, ну, может показать только будущее. Сколько мы потеряем еще. Сколько теряем каждый год и сколько потеряем еще. Если не будут приняты срочные меры для этого. Ну, вот ваша страна в особом положении в этом качестве. Если вы дадите возможность этим птицам здесь пересидеть, скажем так, эти неблагоприятные года, и потом размножиться, и лететь дальше, или там где-то просто мигрировать нормально, значит, они будут жить. Спасибо за внимание большое. Я очень рад, что нашел вас, и великолепно, что сапсанчик жив.